Привет, друзья! Вот решил, собрался, взял два спиннинга, один побросать, чтобы блесну, а другой на удочку. И съезжу-ка я опять на мостик сегодня. Посижу до вечера, до заката, так сказать. Ну, там, может, чего-то там, плотвишки, да что-то поймаю. Там на окуня что-то надежды нету, и на щучку тоже нету. Просто посижу, день хороший, а завтра обещают у нас опять дождь. Вот, вот смотрите, как я поставил ящик. Правда, не знаю, как я буду оттуда его снимать. Ну, кто поставил, так и снимет. Вот в таком положении у меня снаряжена коляска. Вот так ящик прикрепил к сиденью и поеду. Что потом? Тут ехать-то даже километра нету до моего мостика. Почти рядом от дома. Все, поехал. Вот уже, ребята, подъезжаю, но сегодня ветер опять у нас. Подъезжаю к своему мостику, там уже меня встречают. Вот, без остановки прямо до воды. Вот так. Сейчас встанем мы сюда и будем рыбачить. Так. Вот приехали на свое родимое место. Офигенный ветер сегодня, ребята. И даже мелкие поклевки даже не замечаю на волнах. Что-то вообще сегодня. Вроде около дома еще не так ветрено было. А приехал сюда вообще. Как раз со стороны поля, блин, ветер дует. Ладно бы там со стороны этих. Если бы ветер был со стороны леса, лес бы прикрывал меня. И там с запада тоже не очень сильно попадает, а как раз какой-то он и не южный, и юго-восточный, что ли. Опять, наверное, в камеру будет очень сильно дуть. Что там фон такой? Слушай, опять рыбачил. Ну, пока ничего не поймал. Все как обычно у меня. Все как обычно. Не знаю даже тут поплавок виден или нет. Вообще ничего не вижу. Я говорю, зумом так вообще
ничего не вижу. Вот так поставлю. Может что-то и будет видно, если попадется. Ну, так сказать, поклевки ничего не заметно вообще. Ни на камеру даже, и сам еле улавливаю. Есть какие-то мелкие поклевки опять. И поплавок ветер сносит. Хоть сидим на озере, поплавок сносит, и часто надо перед забросом делать. Вот такой ветер. Не знаю даже. Что-то я и пожалел уже, что не надо, наверное, было сегодня приехать. Наверное, очень рано или попозже к вечеру уже было приехать. Пришел потому, что завтра показывает дождь. Думаю, дай, да, может, сколько этот дождь будет. Дай, думаю, съезжу пока. Уже, ребята, по порядку. Понимал, что снимать невозможно, потому что ветер все равно там задувает. Просто включаюсь иногда изредка, а вот не смог включиться, когда ну, две плотвышки такие, небольшие опять. Ветер очень сильный. И кидать надо, забрасывать против ветра. Все, друзья, надоело мне здесь сидеть. Сейчас побросаю еще спиннинг. Вообще 3 плотвышки всего. Ну, порядком уже посидел. Он дядя Ваня балуется, блин. Сейчас побросаем спиннинг. Может, на дурной случай и попадет какой-нибудь окушок или щучка. Вот такая резинка. Нифига не ловит. Все, друзья, закончил я и спиннинг кидать, и поплавок покидал. Все, на сегодня все. Ничего, короче, 3 плотвы, даже показывать, даже заснять не мог, ну, не успеваю включать там. Раз в час ловится одна плотва. Спиннинг тоже покидали, ничего не попалось. Ну, зато посидел просто. Речки ветер, безбожный ветер сегодня, я не знаю, что за ветер, шатает даже коляску. Ладно, всем пока, всем удачи, поехал я домой, пожарил шашлыки. Все, пока. Короче, приехал с рыбалки, и у меня холодильник, оказывается, сломался, и, наверное, вместо ремонта придется покупать новый. Ну-ка, стеклышко убери там из-под колеса. Привезти хотим на Ларгусе. Сейчас меряем. Нам надо 175 сантиметров в длину. Сколько тут? Ну да. Сколько тут? Получается, тут 175 не влезает, дорогой товарищ. Сейчас, подожди. А, ты по диагонали, да, конечно, там много. Там тут еще 2 метра. Сиденье надо снять, да? Да. Ну, отпускай.
Сиденье сиферия, если шмакис все равно коле, да? Улусовцы шмакис. Короче, ребята, без снятия вот этих сидений у нас не помещается холодильник. Там высотой 175 должен быть. А тут чего 170. И придется сиденье снять и так попробовать привезти. Короче, везде небольшие проблемы. Как ни крути. А лето хоть и холодное, холодильник нужен. Как будем греться, как в анекдоте говорит. Зачем ты холодильник купил? Холодно же. Говорит, на улице минус 40, а в холодильнике минус 10, греться буду. Вот так и у нас. Так. Ладно, сейчас. Вечер следующего дня, ребята. Ну, как вы видите, мы холодильник привезли из города. Ну, уместился хорошо. Высотой где-то 1,85 м. Влез в Ларгус нормально. Как обычно, мне помогают дядя Ваня, водитель, и дядя Миша помогает разгрузить. Ну и жена тоже съездила в город. Купили холодильник Атлант. Ну, без холодильника хозяйство никак. А старый сломался. Такой нормальный такой холодильник. Ну, хотя и для моего бюджета не очень маленькие деньги. Ну все, ребята, на этом заканчиваю это видео. Всем спасибо, кто досмотрел. Всем до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока, ребята. Вот такой холодильник.